Теперь буду говорить о третий шаг. Значит, первая причина, вторая идея. Вот. Еще одну вещь скажу, потом скажу о третий шаг. Очень важно, чтобы вы понимали, зачем вы хотите делать бизнес и зачем вы хотите быть успешным. Когда вы делаете бизнес, у вас должно быть четкое понимание главной цели. Главной цели. Бизнес делается, иногда бывает, первый, бизнес делается для того, чтобы просто заниматься делом своей жизни. То есть человек любит этим заниматься, он это делает, потому что он этим живет. Я занимаюсь само не ради денег. Это мое дело моей жизни. Вот это само, это тренинги, это книги и так далее. Это моя личная миссия. Я это чувствую своим сердцем. Поэтому я это делаю искренне. И независимо от того, хотя многие иногда игнорируют, там говорят, ой, русский язык изучай, то 50. В конце концов, я же не учитель русского языка. Зачем мне? Я же не русский язык обучаю, в конце концов. Господи, мне важно, чтобы мой ученик научился там стать успешным в бизнесе и так далее. Для меня вот это важно. Это дело моей жизни. Я этим живу. То есть, когда вы делаете бизнес, вам надо понимать несколько важных вещей. Первое, зачем вы это делаете? То есть, одно из направлений – это дело твоей жизни. Второе направление, то есть, люди делают бизнес для того, чтобы этот бизнес принес им денежный поток, чтобы потом из этого прибыля они могли взять и покупать свою мечту. То есть, это второе направление. Третье – вырастить и продать. Третье направление, зачем делается бизнес? Делается бизнес для такой целью, изначально с такой стратегией, что я выращиваю этот бизнес, а потом его продам. Потом продам и на эти деньги потом покупаю свою мечту и так далее. Это третье направление. Четвертое. Изначально бизнес делается с такой целью, чтобы создать компанию, потом его готовить к IPO, к выходу IPO, чтобы ценные бумаги выпускать, облигации, акции и так далее. Поэтому, когда вы хотите добиться успеха, пожалуйста, если вы целенаправленно будете двигаться, себе ставьте такую цель. Изначально, по какой стратегии пойдете. Это очень-очень важная вещь. Первый шаг был из 10 шагов. Причина, второй – идея. Я немножко рассказывал про идею, но в самой формуле идея, там есть еще 10 шагов, там внутри очень много пунктов. Я немножечко из них чуть-чуть сейчас ознакомил вас, немножечко там рассказывал. Остальные в тренинге я расскажу, чтобы вы могли правильно подбирать идею и реализовать свою идею, чтобы идея не оставалась просто на уровне фантазии. Знаете, огромное количество людей от того, что у них способностей не хватает, навыки не хватает, эти идеи просто остаются на уровне мечты. На уровне мечты просто остается и забывается все. Наверное, вы таких очень много видите. Я постоянно встречаю таких людей, которых не идеи, просто так и остаются на уровне мечты. Навыки. Следующий шаг, третий шаг. Вам нужны навыки. У меня к вам такой вопрос. Все-таки, как вы думаете, ресурсы важны или способности? Способности важны или ресурсы? Как вы думаете? Вот. Что важнее? Что вам важнее? Способности важны или все-таки важны ресурсы? Вот. Что очень-очень важно? Способности. Молодцы. Правильно. Правильно. Способности. Вот если вы внимательно посмотрите, Япония. Япония, посмотрите, способности высокие, ресурсы очень маленькие. Почти ресурсов нету. И Европа тоже, ресурсов очень мало, но способности высокие. Понимаете? Вот эти навыки. Если вы нашли направление идея, и она растущая, и вы поняли, что эта идея, та идея, которая принесет большое количество людям пользы, тогда вам надо составить список, какие способности вы должны владеть, чтобы эту идею реализовать. Не думайте о деньгах. Знаете, Махатма Ганди что говорит? Найдите достойную цель, ресурсы найдутся всегда. Я убежден в этом. Найдите достойную цель, ресурсы найдутся всегда. Понимаете, это очень-очень важный момент. Просто надо составить список, какие способности тебе нужны. Какие способности тебе нужны для того, чтобы эту идею делать реальными, чтобы этот продукт сделать доступным. Понимаете, вот составьте список. Например, способности создать команду, способности вести переговоры, способности, навыки продаж и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Составьте эти способности. Развивайте свои способности до уровня вот этого идея. Когда ваши способности растут до уровня идея, внимание, вы внутри себя чувствуете, что для вас эта идея становится реальными. Пожалуйста, внимание.
Дело в том, что мы достигаем только те цели, которые считаем для себя реальными. Дело в том, что мы можем реализовать только те идеи, которые наш мозг их воспринимает как реальными. Когда ваши способности, ваши навыки, вот смотрите, идея такова. Обычно всегда идея чуть выше, чем ваш уровень. Обычно идея требует больше денег, больше знаний, больше умений, больше ресурсов, чем того, где вы находитесь. Но когда вы поднимаете свои навыки, способности до уровня идея, вы почувствуете себя, и мозги начинают воспринимать его как реальный. Но стоит, чтобы ваш мозг это воспринимал как реально, все, он его старается реализовать. Он будет работать, чтобы это реализовать. Он будет трудиться, чтобы это реализовать. Поэтому, но если у вас крутая идея, но ваш мозг постоянно видит барьеры, говорит, ой, денег нет, ой, тебе там это, ой, конкуренция большая, ой, того и того. Вся проблема в том, что у вас способности не хватает, поэтому ваш мозг видит барьеры. Я заново повторю. Если у вас есть классная идея, но у вас в голове постоянно видит барьеры. Барьеры. Ой, денег нет, ой, того, ой, тебе никто не поможет, ой, конкуренция большая, ой, сейчас кризис, ой, того. Я могу уверенно сказать, что у вас в данный момент просто не хватает способностей. В связи с тем, что у вас не хватает способностей, соответственно, ваше сознание только видит проблемы. И что он вам говорит? Сразу. Ну ладно, эта идея хорошая, ну ладно, ты его все равно не реализуешь, все равно тебе не по силам, давай оставь его в сторону, давай. Вообще, пока не забудь об этом. И вот и все. Большинство людей выбирают такой путь. А на самом деле это нехватка навыки, нехватка умений. Ребята, знание другой, умение другой. Запомните, пожалуйста, знание приобретать можно через читать книги. Знание можно приобретать через того, что, например, прочитать биографию других людей. Знания можно приобретать тренинги и так далее. А умение вы приобретаете только делая. Только делая. Надо пойти делать. Дело в том, что вы сегодня, то, что я сейчас, например, рассказываю, через 2-3 дня, через неделю вы запомните только то, что смогли понять. Вы можете забыть все остальное. А вот то, что поняли, вы его запомните. А пройдет через 2-3 года, вы все забудете. Вы запомните только то, что сделали. То, что вы сами в практике делали. Вот то, что из того сегодня, то, что мы говорили, вы практиковали, вы это будете запомнить всю жизнь, а все остальное вы забудете. Поэтому навыки, это означает, что их надо формировать через практику, через действие. Ребята, успех – это дело практика, богатство – это дело практика. Теоретически вы никогда не станете богатым. Это невозможно. Вот. Чтобы почувствовать отцовскую любовь, надо иметь своих детей. Только тогда ты внутри это чувствуешь. А со стороны посмотреть, где отец разговаривает с ребенком, или где мать разговаривает с ребенком, вы никогда не испытываете материнский инстинкт. То же самое. Со стороны посмотреть, как футболист играет, это другое. По сравнению, когда вы сами бьете мяч, когда вы сами играете на поле. Это разные вещи. Поэтому, пожалуйста, развивайте свои навыки. Составьте список, развивайте свои навыки. И самая первая вещь, что я вам расскажу. Найдите себе наставника. Найдите себе наставника, который поможет это делать. В тренинге я рассказываю, как найти наставника и какие навыки подбирать, какие способности подбирать для реализации каких-либо идей. Я даю формулу, даю алгоритм, который просто этот алгоритм соблюдайте, она подходит во многих направлениях, которые вам нужны. Просто подберите этот алгоритм. Четвертый – это ресурсы. Одна из больших